Добрый день, коллеги. Мы начинаем наш вебинар, который называется «Формирование функциональной грамотности обучающихся и навыков 21 века с помощью ИКТ». В сложившейся ситуации мы понимаем, что оценочные процедуры в любом случае планируются, проведение оценочных процедур. Когда и в каком формате они будут проходить, мы не знаем, но, тем не менее, мы говорим о том, что детей мы к этому готовим, детей мы настраиваем и, соответственно, все мероприятия проводим. Итак, позволю себе напомнить, что же такое вообще функциональная грамотность, что за навыки 21 века. В этой связи позволю себе напомнить о том, что 7 мая 2018 года Владимир Владимирович Путин издал указ о том, чтобы ввести нашу страну в десятку лидеров по качеству образования. И, соответственно, таким образом перед нами была поставлена задача, перед всем педагогическим сообществом была поставлена задача, которую необходимо выполнить. И, соответственно, мы говорим о повышении качества образования. В этой связи мы говорим о том, что первое, с чего мы начнем, это функциональная грамотность. Функциональная грамотность, я напомню, что это способность человека, мы не говорим в целом про ученика, там, обучающийся или взрослый человек, способность человека использовать все полученные, все накопленные или приобретенные в течение жизни знания, умения, навыки для решения максимально широкого круга жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. Мы говорим о том, что этих определений более 500, и основные приведены на экране. То есть все наши знания, которые мы получаем в течение жизни, мы говорим и про школьные знания, и про тот объем знаний, который формируется за пределами школы. И говорим о том, чтобы человек должен быть способен их использовать в своей жизни. Кроме того, мы говорим о том, что коль скоро поставлена перед нами задача повышения качества общего образования в России, то мы говорим о том, что необходимо, во-первых, обновить учебные методические материалы с учетом переориентации системы образования на новые результаты, связанные с навыками 21 века, функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок мотивации обучения и стратегии поведения обучающихся в различных ситуациях, готовностью жить в эпоху перемен. Во-вторых, мы говорим о том, что второй механизм будет у нас – это целенаправленное повышение квалификации учителей через систему подготовки, переподготовки, повышения квалификации учителей, в которых требуется кардинальное обновление содержания и методов обучения, направленное на повышение качества и эффективности работы педагогов. И в данной связи мы говорим о том, что в первую очередь то, с чем мы сейчас с вами столкнулись, это необходимость применения наших с вами ИКТ, компетенции применения ИКТ-компетенции для решения широкого круга задач. О чем я говорю? Я говорю о том, что необходимо переходить на дистанционные формы работы, на дистанционные формы обучения. В данной связи возникла, как мы видим, колоссальная проблематика, связанная с тем, что колоссальный пласт проблем, будет правильно сказать, да, связанная с тем, что коллеги либо редко используют, либо вообще не используют. Наверное, будет правильно сказать по-другому, что достаточно маленький процент коллег задействован, скажем так, в дистанционном образовании. То есть достаточно невысокий процент коллег знает технологии проведения уроков в дистанционной форме, и, соответственно, с этим тоже есть сложности. Соответственно, если коллеги не готовы, то и как они могут подготовить детей. И в этой связи, опять-таки же, мы говорим о том, что еще одна сложность, что наши педагоги, к сожалению, очень проблематично идут на то, чтобы создавать свои онлайн-лекции для учеников. Понятно, что у нас есть колоссальное количество ресурсов. Это и Яндекс.Учебник, и Учи.ру, и Российская электронная школа,
и так далее, которые предоставляют нам эти возможности, но есть ведь региональные особенности любой программы. И, к сожалению, эти общероссийские ресурсы их не учитывают. Поэтому гораздо ценнее было бы, если бы коллеги разрабатывали свои уроки. Особенно этот опыт ценен, мне кажется, для урока русский язык, литература, история, обществознание, география, где мы говорим о том, что этнокультурное содержание образования, оно занимает достаточно большой пласт. И исходя из того, что коллеги, мы не готовы, к сожалению, в ряде случаев создавать свои продукты, свои записывать уроки, соответственно, сказывается тот факт, что дети на всероссийских проверочных работах не могут связать события общероссийские с региональными. И мы констатируем, к сожалению, вот такие факты о том, что региональный компонент у нас по старинке называется, да, или этнокультурное содержание образования, он западает. Поэтому, но тем не менее, и функциональная грамотность и навыки 21 века говорят о том, что человек, получая информацию из различных источников, должен уметь ее анализировать, должен уметь ее грамотно подбирать, в некоторых случаях даже компилировать, при всем отрицательном значении этого слова, но тем не менее каким-то образом обрабатывать и выкладывать. Поэтому и наша с вами компетенция в данном случае тоже должна повышаться. Ну и, конечно же, это введение комплексного мониторинга образовательных достижений, обучающихся и качества образования с использованием современных измерителей для комплексной оценки предметных, метапредметных, личностных результатов и широкое информирование профессионального сообщества и общественности о результатах и инструментарии международных исследований. В данном случае, добрый день, коллеги, вновь подключившиеся, мы говорим о том, что фактически в сложившейся ситуации с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с вами с тем, что задания мы выдавали через электронный журнал, как правило, да, и что нам в основной своей массе, что нам дети присылали? Фотографии, уже неоднократно на это обращала внимание, фотографии жуткого качества, с тенью, нечитаемые, ну еще плюс мы добавим почерк наших детей, которые нужно было проверять. В этой связи, понятное дело, мы не говорим ни о какой ИКТ-компетентности наших детей и никакой ИКТ-компетентности наших педагогов. Почему? Потому что у нас на сегодняшний день есть колоссальные возможности создания электронных ресурсов, в том числе для контроля и оценки знаний обучающихся. И поэтому вот решение где-то там на листочке, на бумажечке, это уже, тем более в рамках дистанционного обучения, это не вариант. Согласитесь, особенно если мы говорим про филологов или математиков, у которых, ну, там, например, несколько параллелей, несколько классов, то есть выходит там чуть ли не до 300 учеников, это предметы, по которым домашние задания задаются каждый день. Вы представляете, какая нагрузка ложится на плечи учителя. Кроме того, эта нагрузка в том числе и на обучающегося, потому что одно дело, когда он прослушал урок, выполнил, закрепил вместе с педагогом, пришел домой и как элемент закрепления материала выполняет домашнее задание. И другой вариант – это когда он самостоятельно где-то что-то почитал, где-то что-то узнал и в дальнейшем выполняет уже самостоятельно, опять-таки же закрепил, не закрепил, направить-то некому, как правило, да, и он еще должен выполнять домашнее задание. То есть колоссальная нагрузка и на одного, и на другого. В этой связи очень хорошо в некоторых регионах, и в том числе и в Республике Коми, есть такие примеры, когда разработаны, коллеги используют различные платформы, это и Teams, и ProofMe, как мы сейчас с вами, это и различные другие, там, например, Skype, там, и другие, скажем так, мессенджеры, которые позволяют вести конференции. Есть множество платформ, Я-класс, например, да, которые позволяют вести в онлайн-режиме
конференции, когда вы видите всех обучающихся, вы видите, что ребенок вам тут же показал, да, вы посмотрели, сказали, там вот у тебя там ошибка, да, как-то оценили. Кроме того, эти же платформы позволяют и обучающемуся ребенку в режиме онлайн, здесь и сейчас, или офлайн, в зависимости, как настроена программа, ребенку выполнять какие-то задания, обучающемуся, соответственно, учитель может либо индивидуально подобрать из объема заданий необходимые, нужные, либо же данному конкретному ребенку, либо же всему классу выдать одинаковые задания, ребенок уже выполняет. И, соответственно, проверка, она тоже переводится в режим интерактивной обработки, удаленной обработки без участия педагога. Педагог уже видит статистику. И тогда мы говорим в том числе и про навыки 21 века. То есть, да, у нас есть компетенции, причем уже не базовые навыки, а именно компетенции, да, это уже второй, более высокий уровень. И мы говорим о том, что у ребенка формируется в том числе и функциональная грамотность, потому что он должен применить не только знаниевый компонент, но еще и ИКТ-компетентность. Иногда даже креативность, иногда даже мы говорим о том, креативность, иногда глобальность мышления. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что наши дети регулярно пользуются различными средствами, доступными им поиска информации. В данном случае они должны не только найти эту информацию, но еще и критически осмыслить, отобрать и предоставить вам каким-то образом. Ну, даже в том числе и знать, как грамотно вставить, чтобы, извините меня, не запалиться, да, что взято оттуда или оттуда. Поэтому есть свои плюсы, да, есть свои минусы, потому что компиляцию никто не отменял, ГДЗ тоже никто не отменял. И в этой связи, если мы переходим мы уже перешли на дистанционное обучение, если мы входим на платформы, где создаем свой конкретный продукт, соответственно, мы задания можем формулировать таким образом, что их не будет ни на одном ГДЗ, и ребенок должен будет включать свой ум, свои знания. И здорово будет, если это будет метапредметное задание. То есть, например, сравнить, привести там, а вот вы там слышали из географии, из биологии, там еще какие-то примеры. Потому что даже наши с вами итоговая аттестация предполагает в ряде случаев приведение примеров из других областей знаний, поэтому по одному из предметов, по другим предметам, соответственно. Поэтому вот она, функциональная грамотность в действии, причем как наша с вами педагогическая, так и у детей. Но и навыки 21 века, личностные качества, разве таким образом мы не формируем? Разве мы не формируем способность адаптироваться к тем либо иным условиям? Разве мы не формируем социальную и культурную грамотность? Потому что, согласитесь, что одно дело, когда педагог с классом общается в рамках классно-урочной системы, и другое дело, когда педагоги уходят в онлайн-пространство. В ряде случаев у детей в таком варианте стираются границы между педагог и ученик. Согласитесь, есть такие варианты, когда мне там дети иногда в 2 ночи присылают задания, в полночь. То есть, ребят, вы должны спать, во-первых, во-вторых, личное пространство педагога и так далее. Иногда даже пытаются переходить на какие-то более неформальные общения, то есть там отправляют музыку какую-то, какая им нравится, ну, либо забываясь, там переходит на «ты». То есть, потому что пространство онлайн-режима, оно некое иное. И вот как раз та самая функциональная грамотность и навыки 21 века в действии. Если же мы говорим конкретно про функциональную грамотность, я напоминаю, что это 6 направлений. Это математическая, читательская, естественно, научная, финансовая. И в данном случае первый вопрос, вы не поверите, когда объявили о том, что республика уходит в дистанционную форму обучения, первый вопрос, который начали задавать многие педагоги и многие ученики, это а кто же будет нам оплачивать трафик? То есть финансовая грамотность у нас здесь один из элементов сказался. Соответственно, я напоминаю, что самые сложные для нас с вами непонятные – это креативное мышление и глобальные компетенции. Глобальные компетенции, как мы недавно с учителями иностранного языка проговорили, что глобальные компетенции формируются. Я первоначально, как предметник историк, обществовед, думала, что посмотрите, какая колоссальная нагрузка ложится на плечи обществоведов. Читательская грамотность наша, финансовая,
глобальные компетенции. То есть как минимум 3 из 6 – это зона ответственности учителей истории и обществознания. Но пообщавшись тут с нашими коллегами, я поняла, что нет, не только. Это и иностранные языки, это и математики, потому что креативное мышление мы формируем с вами везде, в рамках всех предметов и всех предметных областей. Рисование – 100%. Физика, химия, когда мы ищем там один способ решения задачи, другой способ решения задачи и так далее. То есть получается, что каждый предмет формирует каждую компетенцию в том либо ином, не компетенцию, понятное дело, но и работает в рамках каждого направления формирования функциональной грамотности. Поэтому особенно глобальные компетенции и креативное мышление. К сожалению, вот это креативное мышление мы с вами перестаем формировать где-то на уровне, наверное, 7 и выше класса. Почему я? Если коллеги со мной не согласны, то поспорьте. Смотрите, потому что креативное мышление, оно у нас формируется какими заданиями? Подумайте, предложите новое решение, предложите другой вариант, представьте, придумайте, изобразите. Как правило, это задания, мы их считаем такие, вы знаете, для начальной школы, 5-6 класс еще по некоторым предметам дети рисуют, изображают, представляют себе что-то и, соответственно, потом переносят это в формат какого-то продукта конечного, рисунка, схемы, графика и так далее. В рамках основной школы, заметьте, мы с вами очень редко рисуем. Так, например, у меня, когда я работала в школе, в образовательной организации Республики Коми, у меня было всегда такое задание для обучающихся. И первый год, когда я его задала, у детей была паника, шок. Наверное, все вы знаете, что есть такой проект «Алфавит Санкт-Петербурга», где на каждую букву алфавита, русского алфавита, есть какое-то здание, событие, связанное с Санкт-Петербургом и иллюстрированное таким образом. И, соответственно, я обучающимся 10 класса и 5 класса дала аналогичное задание, одинаковое задание. Составьте, пожалуйста, понятно, что это был такой вот проект, составьте, пожалуйста, алфавит исторических событий или исторический алфавит, где на каждую букву русского алфавита пятиклассники и десятиклассники должны были подобрать событие, явление, какой-то процесс в истории, либо личность, может быть, дата, да, которая, например, буква А – абсолютизм. И, что самое интересное, я их попросила, как и в алфавите Санкт-Петербурга, изобразить, не взять с интернета, нигде, изобразить, как вы видите, вы представляете себе это явление, процесс, там, событие, дату, неважно, да, человека как вариант, личность, и дать небольшое определение, комментарий какой-то. Вы не поверите, но данное задание мы распределили буквы между обучающимися. У пятиклассников я разделила между конкретными ребятками. На параллель 3 класса мы взяли этот проект. По 2 ребенка у меня занимались одной буквой, и, соответственно, пятиклассники 100% у меня все сделали, рисунки были, мы договорились, что это будут цветные рисунки, что это будут краски, обязательно не карандаши, а краски, то есть мы все требования выставили. 100% пятиклассников у меня сделали этот проект. Был один ребенок, который сказал, я не буду делать, потому что там я не рисую, не всякое разное, но, тем не менее, мы его вовлекли в эту деятельность, выполнили. 11-классники пошли по другому пути. Они сказали, мы хотим графику, никакого цветного цвета, ничего, хотим графику. И в рамках графического изображения, вы не поверите, они мне это все сделали в компьютере. Они не стали рисовать от руки. Они просто элементарно на тот же самый абсолютизм в поисковике задали слово. Первая картинка, которая у них попалась, они вставили мне на лист А4, написали слово абсолютизм, дали определение. Пользуйтесь, Наталья Николаевна. То есть в данном случае творчество как такового, креативности мышления я гораздо больше увидела, как вы сами понимаете, у пятиклассников, потому что они включили какие-то там свои знания, они включили воображение, они начали представлять. И к чему я говорю? Потому что действительно какой-то момент, наверное, моя точка зрения, опять-таки же поспорьте со мной, если вы не согласны, вы вправе высказать, иметь и высказывать свою точку зрения. Но вот эта креативность у нас
нивелируется где-то на уровне основной школы, класс 7-8, когда мы ребенка загоняем в жесткие условия выполнения тех или иных требований. Ребенок перестает стараться мыслить креативно, и таких детей остаются единички. И в этой связи нам очень хорошо поможет как раз-таки индивидуальная образовательная траектория и выстраивание вот этой вот индивидуальной образовательной траектории. Итак, если же мы говорим про навыки 21 века, и в данном случае, посмотрите, критическое мышление есть, креативность есть, коммуникация, сотрудничество, медиаграмотность, ответственность, глобальное сознание. Посмотрите, когда мы говорим про навыки 21 века, мы говорим о том, что это личностные качества человека, это компетенции, такие как критическое мышление, творчество, это базовые знания, умения и навыки. То есть фактически при сравнении мы говорим о том, что когда мы говорим про критическое мышление, то это решение проблем, рассуждение, анализ, интерпретация, обобщение информации. И в этой связи мы говорим о том, что очень хорошо было бы, если бы мы с вами нашим детям чаще и чаще давали задания на поиск какой-то информации в социальных сетях, в интернете и просили их критически ее осмыслить. Опять-таки же, имея практику работы и в образовательных организациях разного уровня, и общеобразовательной организации, и СПО, и высшее образование, меня удивляет тот факт, что если наши дети, 5-6-классники, при подготовке каких-то сообщений, текстов, еще чего-то, используют, как правило, учебник и имеющиеся учебные, ходят в библиотеки иногда даже, да, если им не помогают родители, а родители сразу в интернет и все решено, то когда мы даем сообщение, даем задачу подготовить сообщение обучающегося СПО, либо колледжа, либо вуза, у меня первое время почти 100% приходит с таким докладом из Википедии, как основной источник информации. Когда я им говорю, ребята, есть такое понятие, как историография проблемы. То есть одному источнику верить нельзя, тем более даже там ведь написано, если вы обнаружили ошибку. А мы часто встречаем тот факт, что действительно в ряде случаев, в ряде источников в интернете есть ошибки, они допущены либо умышленно, либо неумышленно. И вот эти ошибки кочуют из поколения в поколение. Даже в учебниках же есть такое, мы с вами замечаем это, да, и с детьми даже это проговариваем. Но, тем не менее, мы говорим о том, что фактически мы, давая задание найти информацию в интернете, либо сравнить информацию из нескольких источников, мы приучаем детей, в том числе, к критическому мышлению. Исследовательские навыки и методы. Но в данном случае тут вопросов, наверное, не возникает. Мы понимаем, что это такое. Креативность. Тут понимаем, что это артистизм, любопытство, воображение, инновации, самовыражение. И в данном случае, навыки 21 века, мы говорим о том, что креативность можно ведь развивать, в том числе и посредством задач, выдаваемых, озвучиваемых обучающимся на дом. То есть задача на дом. Запишите небольшое видео или составьте коллаж, флешмоб, либо что нам мешает, проверка тех же самых, то есть, например, дать проект детям. Помните, раньше был проект такой «Оживи картину», когда дети у нас с вами брали какие-нибудь выдающиеся полотна, выдающихся художников, узнаваемые полотна выдающихся художников, и создавали костюмы, создавали антураж вот той эпохи, и, соответственно, вот нужно было чем сравнить, и чем больше подходило одно на другое, совпадение было, да, тем считалось, что тем выше качество этой работы. И, соответственно, в этой связи мы говорим о том, что можно ведь вот
такого рода задачу перевести в офлайн, в онлайн, наоборот, режим, из офлайна в онлайн. Что нам мешает сейчас с вами в рамках, например, урока истории, либо урока литературы попросить детей подготовить такой проект со своими родственниками, там, оживить картину, либо в том числе подготовить, ну, там, не знаю, не экранизацию, но одну из сцен какого-нибудь произведения литературного. Почему нет? И, соответственно, сфотографировать, выложить это, обсудить, либо снять какую-то инсценировку небольшую. Та же самая ЭКТ-компетенция и креативность. Либо вот видите, как хорошо. Действительно, ну, значит, мыслью не одна, я так думаю, да? Замечательно. Спасибо. То есть мы говорим о том, что действительно это же достаточно интересно и привлечет внимание детей. Понятно, что у нас будут пессимисты, которые я не хочу, я не буду, ничего, но тем не менее, почему это не сделать проект на дополнительную отметку? Либо же в рамках проектной деятельности. Проект, который в том числе предполагает там, защиту и так далее, и так далее. Далее. Ну, глобальное сознание, понятное дело, что мультикультурная компетентность, это гуманизм в первую очередь, это личностные качества человека, то есть целостно-смысловая основа, его духовно-нравственный мир, его такие качества, как, может быть, лидерство, умение работать на результат, умение работать в команде, умение добиваться успеха. И в данном случае, опять-таки же, мы не забываем еще про одно направление деятельности, в рамках которого мы с вами все работаем, это, конечно же, наставничество. И мы сейчас не рассматриваем такое вот утвердившееся наставничество учитель-ученик. Хотя в формах наставничества мы понимаем, что такого нет. Но у нас есть с вами наставничество ученик-ученик, студент-ученик. Почему не привлечь интернет-ресурсы для того, чтобы установить вот это наставничество? Когда мы с вами, помним, у нас есть дни самоуправления в школе, когда старшеклассники заменяют нас с вами, они это любят делать. Почему не подготовить такие формы занятий? Тоже один из проектов, и мы его как-то реализовывали, когда в образовательной организации был, как это называется, карантин. Мы фактически со старшеклассниками подготовили уроки для наших младшеклассников, и эти уроки записали, и эти уроки потом направляли. Понятное дело, что здесь колоссальный труд, в том числе и педагога, но если мы нашим деткам, старшеклассники любят эту форму работы с детьми, если мы им предложим, а давайте мы запишем урок на 10-15 минут, вы дома можете его подготовить, мы в онлайн-режиме с вами, в дистанционном режиме согласовали эту форму проведения занятия. Вы ее дома записываете, а я ее выкладываю на своей страничке. Посмотрите, сколько будет просмотров. Посмотрите, вы, это в том числе и профориентационная работа наша с вами, да, проект в профориентационной работе. В том числе это и некая модель наставничества, когда одно дело, когда учитель говорит со своих позиций, рассказывает предмет, рассказывает тему урока, обращая внимание на те или иные особенности. Другое дело, когда ее воспроизводит ученик, который сам проходил этот материал, который понимает, где у него сложности, трудности, и, соответственно, он может подать этот материал в ряде случаев, коллеги, гораздо креативнее, чем мы с вами. А если еще поставить такую задачу перед старшеклассниками, проходит на ура, честно, если это не, скажем, многоразовое. Согласна, коллеги, но вот как раз-таки, если мы с вами, в том числе, опять-таки же нагрузка, я просто прочитала обращение Натальи Николаевны, моей тезки, начальные классы, да, дистанционная форма обучения у вас, она наиболее сложная, потому что, ну, во-первых, это и постановка руки правильная, это и читательские навыки, да, это навыки смыслового чтения, осмысленного чтения, коммуникативность. Но, тем не менее, коллеги, мы не забываем, что дистанционная форма обучения – это в том числе и зона ответственности родителей. И родители у нас сейчас с вами непрерывно находятся рядом с детьми, как правило, в основном, тем более, когда у нас продлены выходные дни. И поэтому, а что нам мешает
Тоже верно. А что нам мешает с вами? Опять-таки же нагрузка на нас с вами, но тем не менее. Та же самая система Teams, о чем будет Вячеслав Алексеевич Лешук, наш заведующий центром, рассказывать буквально на следующей неделе. Удивительная, легкая в работе программа, которая позволяет создавать видеосвязь до 30 человек одновременно. Что нам мешает? Мы договариваемся в группе где-нибудь с коллегами, с ребятами о том, что с родителями ребят, первоклашек, что, ребят, вот в такое-то время мы проведем такое-то занятие. К этому занятию вы должны выучить стишок или еще что-то. Вы можете демонстрировать презентационные материалы, дети в это время просматривают. Вы всех детей видите, абсолютно всех. Вы видите, что отвечает ребенок, как он себя ведет. И для ребенка это будет не только обучение, но еще и игра некая, да, то есть учитель где-то там в телефоне, либо где-то там на планшете, на мониторе компьютера. Ну вот таким образом можно решать эти проблемы. Ну, надеемся, что действительно. Согласна, Ольга, полностью с вами. Действительно, и мама на удаленке, и как быть в этой ситуации. Но в любом случае родители работают вместе с детьми, поэтому вот тут как раз включается креативность, и креативность в том числе и родителей. Почему? Потому что я знаю, что некоторые родители, у которых действительно есть такие сложности, а мы знаем, что есть такие сложности, и хотя, да, 21 век на дворе, мы говорим о том, что и телефоны позволяют выходить в онлайн-режим и решать эти проблемы, но есть случаи, когда вообще нет компьютера, и сейчас мы прорабатываем методические рекомендации, как быть в такой ситуации. Когда мы говорим о том, что у детей действительно в семье один компьютер с доступом к интернету, тогда действительно школа должна пойти на следующее. Во-первых, это возможность педагога ответить в тот момент, то есть педагог должен составить время, график, когда он доступен для общения, и тогда уже родители подстраиваются. Это во-первых. Во-вторых, в любом случае сейчас будет создаваться расписание учебных занятий, будет создаваться, на всяком случае сейчас, да, как вот многие школы пошли на то, что создаются учебные занятия, все платформы пошли по такому пути. Например, там 1С образование, 5 школа, как вариант, да, либо Яндекс учебник. Вы заходите, вы прекрасно видите, в какое время, какой урок, кто может видеть его, как он смотрится. И фактически вот таким образом подстраиваться, да, ну, либо просматривать в их офлайн режиме и опять-таки же подсоединяться, подключаться к учителю. Коллеги, к сожалению, такая ситуация действительно есть, когда у семей нет интернета, нечем заплатить за него. Да, мы все прекрасно понимаем, но тогда таким семьям, что мы можем сказать? Есть в любом случае учебники и тетради никто не отменял. Есть возможность связаться с учителем, с классным руководителем. И учителя, многие учителя, я знаю, что за свой счет потом перезванивают таким деткам и выходят из положения, то есть занимаются с ребенком по телефону, отвечают на какие-то вопросы его. То есть в любом случае, даже если нет интернета, можно выйти, и тут как раз вот так, тот навык 21 века – это то самое сотрудничество, когда мы знаем, что действительно есть такие дети, у которых нечем платить за интернет, нет интернета, но они готовы учиться, и тогда учитель должен сделать шаг вперед и ответить на этот призыв ребенка, помочь ему получить образование. Ну, мы рассматриваем идеальную ситуацию, когда все есть, все подключено, все работает, и тогда да. Тогда да. Мы говорим о том, что навыки 21 века, вы видите, что фактически это те навыки, когда в центре обучения ученик, когда эмоции играют ключевую роль в обучении, но фактически федеральный государственный образовательный стандарт у нас уже перешел на это. Далее индивидуальные различия важны каждого ребенка, амбициозные задачи для каждого, и оценивание помогает обучению.
В данном случае, посмотрите, ребенок первооткрыватель. А, Понятное дело, что ребенок первооткрыватель, то есть как раз та самая, в том числе и читательские навыки, когда ребенок, если есть интернет, замечательно, посредством интернета ребенок где-то что-то ищет, ребенок сравнивает, анализирует, компилирует материал. Если нет интернета, то, коллеги, информация в интернете, как правило, берется из печатных источников. То есть первый источник у нас в любом случае печатное слово. Поэтому библиотеки, учебники, учебная литература, художественная литература, ее никто не отменял. Просто нужно входить в положение, да, и, соответственно, анализировать. Ну и самое, что главное, посмотрите, мы должны формировать у ребенка привычку учиться. Привычку учиться. Учит справляться с задачами, не имеющих очевидных решений. Как раз то, чего мы сейчас с вами, коллеги, пытаемся сделать. Коллеги, отвечая на ваш вопрос, я сейчас отвлекусь немножечко. Мы говорим о том, что сейчас поднимается вопрос на уровне республики о доступе и к библиотечному фонду, к интернет-ресурсам библиотеки и к компьютерам на территории образовательных организаций. Поэтому этот вопрос сейчас решается. И уже сейчас на уровне федерации проводятся различные вебинары, как организовать работу библиотек в условиях дистанционной формы, в условиях карантина, фактически, да, как вот у нас сейчас с вами говорится. Поэтому вот эти вопросы, я так понимаю, что не только мы их с вами понимаем, наши учредители тоже озадачены этими проблемами, и поэтому в ближайшее время надеюсь, что мы получим какие-то разъяснения и пояснения. Далее, посмотрите, ученик контролирует процесс обучения. То есть он владелец процесса. Он говорит, что да, вот я овладел вот этими, но я не могу вот одно, второе, третье. Поэтому мне нужно доработать там что-то, узнать дополнительные какие-то данные поднять, найти дополнительную информацию и так далее. Ну и посмотрите, мы говорим о том, что основные направления формирования функциональной грамотности и фактически отражающие основные тенденции развития образования, обеспечивающие реализацию требований в ГОС, общего образования и развития учащихся навыков 21 века. Это, во-первых, непрерывность образования, неограниченного школьным знанием и школьным возрастом. Это свобода выбора источника информации, механизма ее анализа и исполнения, подкрепленное развитием метапредметных навыков. Это формирование критического мышления как основного способа исследования и анализа происходящих в мире процессов. Это акцент на образовательной практике, на развитие самообразования, технологии саморазвития, которые предполагают самостоятельный поиск информации, ее трансформация в новое знание, тексты и проекты. Это возможность реализации личностно-ориентированного обучения, обучение в сотрудничестве, возможность интенсификации процессов обучения и создания ситуации успешности для учащихся. Ну и кроме того, это возможность осуществления индивидуальной и групповой проектной деятельности. Ну и непрерывность на реализацию системно-деятельностного подхода, формирование. И, конечно же, это социализация личности обучающихся. То есть вы видите, о том, что действительно они между собой соотносятся. И да, я соглашусь с Татьяной, зависло действительно от наших вопросов, потому что я отвлекаюсь на экран и зачитываю параллельно вопросы, чтобы они не уходили в сетку. Коллеги, для того, чтобы развивать в том числе и навыки 21 века, и функциональную грамотность, на сегодняшний день, опять-таки же, в сети интернет, опять-таки же, с использованием ИКТ-технологий, в сети интернет выложено огромное количество различных конкурсов, которые предполагают у ребенка владение как раз проверку
сформированности функциональной грамотности. Каким образом? То есть смотрите, на сайтах, в том числе на сайте Института развития образования, выложены конкурсы для обучающихся. Например, один из конкурсов, который запустил наш центр, я была инициатором этого конкурса, это «Права человека в мультипликационных фильмах разных времен». Мы не ограничивали, будь то российские мультипликационные фильмы, либо зарубежные мультики, но в данном случае, смотрите, во-первых, креативность. Развиваем? Развиваем. Во-вторых, читательскую грамотность развиваем. Каким образом? Ребенок должен внимательно прочитать положение, а я старалась, там около 20 страниц, получилось большое. Ребенок должен выбрать, что он должен сделать, в каком формате видео, какие требования к этому видео, заполнить грамотно согласие на обработку персональных данных, заявку и так далее, и так далее, и так далее. Все в нужной последовательности загрузить нам. И, соответственно, читательскую грамотность развиваем? Развиваем. Глобальные компетенции развиваем? Почему нет? Потому что права человека – это знать необходимо для того, чтобы сформировать человека 21 века. Необходимо. Для этого ребенок должен что еще сделать? А он должен проанализировать Гражданский кодекс, как минимум. Либо же вообще, в принципе, права человека, то есть права ребенка, возможно, да, тогда у нас, собственно, конвенция о правах ребенка и так далее. То есть он должен проанализировать локальные акты и, соответственно, потом вспомнить все мультики, которые он просматривал, те мультипликационные фильмы, и, соответственно, найти там нарушения. Поэтому, коллеги, помогает данный конкурс? Ну, мне хочется верить, что да. Поэтому далее. Есть различные другие конкурсы, например, «Великие даты Победы», так на правах рекламы, да, «Великие даты Победы». Мы здесь говорим о том, что ребенок вообще через систему Moodle, он должен сам зарегистрироваться, он должен сам найти правильные ответы, причем сделать это в ограниченное время. Он должен внимательно прочитать вопросы, потому что вопросы есть с подвохом, что называется. Ребенок должен сообразить, каким образом он должен скачать сертификат, а он автоматический, может просмотреть, где он правильно выполнил задание, где он неправильно выполнил задание. Опять-таки же несколько видов компетенций решаем. У нас запущен конкурс «Экология – это мы», конкурс проектов. Вот здесь, собственно, коллеги, и глобальные компетенции, и креативное мышление, финансовая грамотность, потому что там нужно просчитать в некоторых случаях, если мы говорим про проектную деятельность, финансовую составляющую проекта, и, естественно, научная грамотность 100%, читательская грамотность 100%. Поэтому, пожалуйста, привлекайте ваших детей к участию в различных конкурсах, различных и в онлайн-викторинах, и в конкурсах, и в дистанционных конкурсах. Почему? Потому что, во-первых, знаниевый компонент улучшается. В любом случае, любой конкурс базируется на каком-то конкретном предмете школьной программы. Во-вторых, это помогает ребенку в том числе лучше ориентироваться в интернет-пространстве. Поиск информации, анализ информации. В ряде случаев даже компиляция. Бог с ним, это ребенок. Но компилировать информацию тоже надо уметь, совмещать, да? При этом грамотно анализировать, либо пересказывать. Далее. Мысль глобально. Ребенок должен вот во всем этом информационном потоке, который сейчас на нас с вами сваливается, по-другому не скажешь, да, на нас обрушилось огромное количество информации, которую мы которую мы с вами регулярно должны отслеживать, фильтровать, и ребенок должен уметь ее анализировать. Поэтому, коллеги, опять-таки же, тут и глобальное тебе мышление, и креативное мышление, ну, креативное поменьше, да, естественно, научная грамотность. Мы про этот вирус узнали много чего интересного, в том числе и где он распространяется, географию вспомнили, где какие страны, где с кем мы как контактируем и каким образом. Поэтому о том, что участие в конкурсах важно и интересно для ребенка, ну и конкурсы, конечно же, есть различные там и конкурсы сочинений. Я не говорю про наши только, да, республиканские, есть и всероссийские конкурсы, которые ребенку идут
в плюс зачетом в его портфолио при поступлении. Поэтому, коллеги, конкурсов действительно очень много. Самое главное, если вы грамотно их отберете, и ребенку будете дозированно давать, тем более вы знаете своих детей лучше. Вы знаете, какому ребенку что можно предложить для того, чтобы это пошло ему на пользу для развития. По поводу того, что не о всех конкурсах вы узнаете вовремя, коллеги, сайт Института развития образования в новостной ленте. Навряд ли я сейчас смогу это начать. Секундочку. Угу. У нас есть сайт Коммерческо-республиканского института развития образования. Я надеюсь, вы его сейчас видите, где есть деятельность. В деятельности есть конкурсы для обучающихся, для педагогических работников и так далее, и так далее. И если мы заходим в конкурсы для обучающихся, то мы все видим здесь вот конкурсы, в том числе и буквально недавно у нас стартовал конкурс «Лучший практик наставничества среди обучающихся», то есть ученик-ученик, студент-ученик. Интересный конкурс, который будет длиться до 30 апреля. Посмотрите. Здесь все конкурсы представлены, и в том числе и те, которые уже завершены. То есть вы можете посмотреть, какие и прогнозировать, какие конкурсы будут, потому что мы их ведем, как правило, из года в год. Кроме того, на главной страничке Института развития образования у нас есть новости и анонсы, в которых мы публикуем все события, которые будут происходить в ближайшее время в Институте развития образования. Ну и вообще. И у нас есть портал открытый. К сожалению, да, простите. Но даже если вы, соответственно, не видно, но тем не менее, Коммерческо-республиканский институт развития образования и деятельность, конкурсы для обучающихся, для педагогов и портал открытое образование, там тоже есть профессиональные конкурсы и так далее. Создаем. Коллеги, вот в таком режиме, да, действительно, мы не всегда успеваем направлять информационные письма в образовательной организации, мы за это приносим свои извинения, но тем не менее, просим прощения, но тем не менее, Институт развития образования, у нас есть и страничка в социальных сетях, где мы стараемся выкладывать информацию, и наш сайт, официальный сайт института, который владеет всей этой информацией. Коллеги, я надеюсь, что вот так вот несколько, наверное, сумбурно, но тем не менее я старалась вам рассказать, каким образом. Конечно же, это и создание презентации, потому что функционально грамотный ребенок не может не создавать презентации, но при этом мы понимаем, что давать, наверное, первокласснику создать презентацию, это несколько неразумно, потому что это как раз вот будет то, что там родители делают, могут помогать родители или делать за них. Да, действительно, но если мы говорим про основную школу и старшие классы, то да. И, конечно же, видно уровень самостоятельности обучающихся. Поэтому, коллеги, я благодарю вас за внимание. Следующая неделя у института будет тоже очень насыщенная. Предлагаем, там как раз будут про дистанционные формы обучения. Еще мы расскажем вам о некоторых платформах, которые бесплатные, которые удобны в работе. Вы посмотрите их плюсы и минусы. По некоторым предметам, например, по физической культуре, по обществознанию, вижу тут Нину Евировну, мы запланировали вебинары по именно предметам, как организовать уроки и внеурочную деятельность по этим предметам через дистанционные формы, с применением дистанционных форм образования, обучения. И, надеюсь, наша деятельность вам поможет. Если будут вопросы, звоните, обращайтесь. Телефон работает в режиме, поэтому всего доброго. До свидания.